Здравствуйте, в эфире передача «Якутск сегодня». В прямом эфире сегодня у нас будет беседа о телефонных мошенниках, о кибераферистах. И рассказать о них к нам пришел оперуполномоченный уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Сегодня мы поговорим практически о биче 21 века. И хочется сейчас на начале узнать, скажем так, печальную статистику. Сколько якутяне, сколько наши земляки перечислили на счета мошенников денежных средств. По итогам 11 месяцев на территории Якутии зарегистрировано 1999 мошеннических преступлений, по неправомерному списанию денежных средств около 400 преступлений. Общий ущерб по Якутии составил около 827 миллионов рублей. Это вот за 11 месяцев? Да, по итогам 11 месяцев. А еще же декабрь. И декабрь, да. Поэтому прибавится. Вот расскажите мне, пожалуйста, вот какой сейчас наиболее такой актуальный сценарий у мошенников по обману наших земляков? В последнее время, последнюю 1,5-2 недели они сценарий поменяли, то есть до этого звонили как сотрудники банка, сейчас стали появляться такие преступления, как звонок руководителя организации. Допустим, вам может позвонить либо в приложении Telegram, либо в WhatsApp руководитель, там действительно будет стоять аватарка какого-нибудь большого руководителя, не непосредственного, вот именно самого возглавляющего, да. И вот он может сказать, предлогов уйма, один из таких, якобы вы финансируете ВСУ, срочно сейчас с вами свяжется наш куратор из Федеральной службы безопасности и, допустим, наводит вас на этого человека, и в последующем вам звонят, представляются, могут даже якобы отправить фотографию удостоверения, и под различными предлогами они могут, обманывают, и вы переводите денежные средства. Предлогов очень много, но хотелось бы сказать, что перепроверять информацию, не стоит верить, не стоит, сломя голову, верить руководителю якобы, взвесить. Это нужно передержать эту мысль. Да, несколько минут нужно подумать, и действительно мог ли мне позвонить этот человек, и лучше перезвонить действительно через кого-то выйти, если у вас нету номера. Человеческий, как организм у нас так воспринимает руководство, и там еще и выше, и еще просит эту информацию, оказывается, еще и ВСУ там, финансирование. Да. Начинается же паника. Да, как и я мог, Да не может быть такого, наверное, поэтому сразу начинаются эти Да, должно быть критическое мышление, и всегда, если вам звонят и вводят вас в состояние ступора, нужно подумать, остановиться, да, и подумать, посоветоваться с близким, сказать вот так-то, так-то, и он должен вам посоветовать. Объективное мнение должно быть со стороны. Допустим, вам могут сказать, с чего он будет тебе звонить. Сценарии, смотрите, как у них практически совершенствуются, не фотографии где-то, наверное, скачивают. Да, они в общем доступе берут какого-нибудь большого руководителя фотографию и ставят на аватарки. Изучают личность этого человека, или, допустим, в интернете смотрят интервью, манеру голоса и общения могут даже перенять. Так там вообще целые это, да? Да, там аналитические центры свои. Еще и аналитические центры. Да. Какой кошмар. Да, поэтому. Но все равно по настоящее время лидирует по ущербам это инвестиции и звонок сотрудника банков. Они все равно есть. Люди продолжают верить сотрудникам банков, сотрудникам Центрального банка якобы о том, что
ваш счет взломали, на вас пытаются оформить кредит, недобросовестный сотрудник, о том, что нужно перечислить денежные средства на безопасный счет. Ни в коем случае не нужно этого делать. А еще они такой предлог у них, типа, вот на вас пытается оформить наш сотрудник нашего банка, который вот нехороший человек, и вам нужно его опередить и первее оформить на свое имя кредит. То есть, опять ситуация паники, да? Да, человек в ситуации паники. Мне нужно его опередить, мне нужно раньше него на себя оформить кредит, и они оформляют через мобильное приложение. Быстро оформляют приложение и бегут, обналичивают эти денежные средства и, сломя голову, бегут к банкомату и перечисляют на реквизиты якобы безопасного счета. Они не смущает их то, что вам звонят с одного банка, и безопасный счет находится совсем на счете другого банка. То есть человек стоит у банкомата и перечисляет деньги под диктовку. Опять же, ситуация приступ паники. Да, в приступе паники, да, человек. И вот у меня очень такая печальная статистика есть. Это Министерство внутренних дел, ваши коллеги, пресс-служба ежедневно, прямо сейчас по датам прочитаю, чтобы наши радиослушатели и телезрители услышали, какая все-таки ужасная статистика по телефонным мошенникам. Допустим, вот сегодня вышла сводка. Пенсионерка из Якутска отправила 105 тысяч рублей, вот опять же, как вы говорили, на якобы безопасный счет. Ей позвонили из банка и напугали женщину, что к ее счету получили доступ третьи лица. Да, это вот только что мы разговаривали. Это вот вчера было совершено. Человек обратился вчера, позвонили, представились сотрудниками Центрального банка, по-моему, и человек поверил. А для бабушки 105 тысяч, да, это же вообще большая сумма. Да, по-моему, это не... Даже это не кредитный, по-моему, кредитная карта. И человек перевел через банкомат. Обналичил, потом перевел. Еще обналичил и перевел мошенник. Да. Вчера. В первом отделе полиции МВД России Якутская приняли заявление пожилого мужчины, который стал жертвой дистанционных мошенников. Потерпевший, поверив звонку сотрудника спецслужбы, это, наверное, опять же, с таким... Да, с таким же намеком. И тому, что к его счету получили доступ третьи лица, стал следовать инструкциям преступников. В результате обмана он лишился 6 миллионов 455 тысяч рублей. Да. Вот как сейчас, вот как жить дальше? У меня это же ужасная сумма, это же и кредиты явно. Да, это в таких случаях сотрудники полиции, если даже вам и позвонят на телефон, не нужно, там они не будут всегда при встрече, то есть говорить при живой встрече, допустим, там приносите повестку. Да. Нужно не нужно говорить там, это верить там и так далее. Они, допустим, представляют, мошенники действительно при осуществлении звонка они говорят реальные адреса, министерства, отделов полиции там, и так далее. И потом представляются какими-то званиями, фамилии называют. Мне тоже недавно, вам тоже да, мне позвонили и сказали, я там дознаватель чего-то там. Я слушаю, мне интересно, что они скажут. Допустим, я-то понимаю всю эту систему, да, я понимаю, что тут нестыковки, там, допустим, какие-то. А вот обычный человек, который не знает всего этого, они довольно-таки убедительно говорят. У нас телефонный звонок. Наушники оденем и послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я позавчера слушал в радио, работник банка выступал, Центрального банка. И привел пример, вы говорите, 6 женщина, учительница лишилась 12 миллионов денег. Да, был такой случай. Был же такой, много, это 12 миллионов. А статистику оперу помножить что-то неправильно. Миллиарду подошло уже. Это точные данные. Работник банка сказал. Его подтвердил
Два работника полиции были. Вот я что хочу сказать. Вам что известно, вот кому-нибудь вам, радио, СМИ или вот полиции, изобрели у нас в России систему против кибератак мошенников, специально создана служба. И вот изобрели, вчера передали только вот по Первому каналу, что есть вот такая система, сейчас придумали, испытывать начали. И называется он «Товарищ майор». Вот уполномоченные знают об этом? Что «Товарищ майор» называется система. Это, наверное... Она все выслеживает. Там и детекторы лжи, там и местонахождение, откуда звонят. В общем, сейчас конкретно будут бороться с мошенниками. И вот эта система здорово себя начала показывать. Вот как вы про эту систему что-нибудь знаете или нет? Слышали или нет? Я об этой... Спасибо большое за ваш звонок. Об этой системе я еще не слышал. Ну, действительно, если это... Оно эффективное, оно эффективное, да, нам начнут ее внедрять. Сейчас, скорее всего, если, как сказал наш слушатель, ее внедряют, сначала проведут испытания. Хотелось бы, да, чтобы у нас было побольше вспомогательных средств при работе с преступлениями, и это было бы замечательно. Ну, помимо того, что вы занимаетесь еще... У вас есть отделы специальные, которые именно киберпреступлениями занимаются? Да, у нас специализированные подразделения открываются, штаты расширяются, потому что, как показывает статистика, мошеннических преступлений уже становится больше, чем общеуголовных, таких как краж и так далее. Ну, мошенничество практически кража без взлома. Со взломом, но без такого не прямого. Нет, я имею в виду вот обычные кражи и, допустим, общеуголовные преступления, общеуголовного преступления. И вот именно киберпреступления, их уже столько же, сколько иных преступлений регистрируется. И да, и стоит различать то, что мошенничество, то есть когда вас обманывают, и вы сами переводите деньги, это мошенничество. А есть еще получение неправомерного доступа к вашему к вашему счету и краже денежных средств. То есть это стоит, ну да, вот отличие в том, что, допустим, к примеру, вы через приложение о продаже вещей выложили объявление, допустим, продаете стол, к примеру, и вот просят, откликнулся покупатель, просит осуществить безопасную сделку, якобы он находится где-то в районе и хочет купить. Он просит вас продиктовать номер вашего счета, банковской карты, чтобы перечислить. Допустим, вы ему называете номер карты, и потом он говорит: вот сейчас придет вам код из СМС, вы мне его назовите, чтобы я смог вам перечислить деньги. Ни в коем случае не нужно называть коды никому, потому что тем самым, после того, как вы предоставили ему код из СМС, он получает доступ к мобильному приложению и к вашему счету и осуществляет уже списание денежных средств на свои счета. То есть вот это кража с счета называется. Ни в коем случае не нужно никому называть код из СМС. Это вот основное. И у нас еще один звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте, да. У меня такой вопрос. А против чего эти вспомогательные средства необходимы, чтобы обучаться хорошо и этого не совершать? Я так понимаю, наверное, наша слушательница хочет спросить о том, что вот эти вот средства, которые сейчас будут внедряться, ну вот я майор, да, там, в борьбе. Ну, это, скорее всего, я так понимаю, это уже для сотрудников правоохранительных органов, чтобы они могли... Я так понял, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли эффективно работать. Ну, по линии Центробанка тоже еще большая работа идет, там вот блокировки вот этих вот всяких телефонных. Сотрудники банков не в последние, они всегда стараются нам помогать. Даже их службы безопасности сами, когда видят сомнительные переводы, они блокируют переводы денежных средств, чтобы замораживать счета вот эти вот.
Ну, как-то так. Но в любом случае человеческий фактор-то не да, то есть банк никак не сможет остановить операцию, когда вы сами обналичиваете денежные средства. И переходим по ссылкам. Да, нет, допустим, вы сами обналичиваете деньги и через банкомат закидываете на безопасный счет, банк уже никак этому не воспрепятствует. То есть. Сейчас, опять же, да, одна новость, вот такая вот, которую провели ваши коллеги, информация для размышления. Вот по просьбе пресс-службы МВД по Республике Саха-Якутия психологами Якутского психологического центра проведено исследование личностных особенностей граждан, пострадавших от дистанционных мошенников. Ряд потерпевших в возрасте от 19 до 51 года по своему согласию участвовали в анонимном опросе. И специалисты центра использовали методы, направленные на выявление психологических параметров, таких как эмоциональные реакции, когнитивные особенности, поведенческие паттерны, ценностные ориентиры. И диагностика показала, что больше половины опрошенных верит в приметы. Это вот знаки, гороскопы и так далее. Классические психологи считают, что данная особенность респондентов также могла поспособствовать уровню воздействия мошенников на их сознание. В полицейской практике есть случаи, когда потерпевший принимал сомнительные предложения об инвестициях в сети, восприняв это как некий знак к материальному благополучию. В беседах зафиксировано, что особенно женщины побуждали к действию различные астрологические и иные прогнозы. Да. Вот мы в курсе того, что вы в тесном взаимодействии работаете с психологами, и вы на постоянной основе предупреждаете, что аферисты тоже очень хорошие психологи. Да. У них методики свои вырабатывают, с каждым разом они подстраиваются под время года, под происходящие события в мире. Про то, что сейчас модно. Да, что сейчас модно, вот именно, допустим, те же самые инвестиции. Психологически, может, это как-то решает. Допустим, человек послушал свой гороскоп или и говорит, мне сегодня повезет, я вложиться и вкладывает какую-то сумму. Да. Но ни в коем случае, мое мнение, очень много в интернете люди видят, допустим, официального банка реклама, вот что-то инвестиции, переходят, оставляют анкету. Это же официальный банк, я вот в настоящем банке оставил свою анкету, сейчас поступает звонок, и вот я такого-то банка, будем называть его брокером, и вводит его в курс дела. Вот мы работаем на такой-то платформе, человек скачивает приложение, это один из примеров, они сидят на другой стороне и рисуют ему шкалу, сколько он сегодня заработал, или у человека прям вообще до копейки выжимает. Вот сегодня, если вы вложите 100 тысяч, то вы с этих 100 тысяч получите еще 100 тысяч, допустим, вот. Потом человек, когда хочет вывести деньги, ни в коем случае, нам нужно эти деньги еще раз провернуть, но еще к этому нужно еще добавить и так далее, и так далее. Потом и карусель. Да, попадаешь под эту карусель, там нужно внести страховку за чтобы ваши деньги не сгорели. Допустим, он может сказать, мы можем сегодня вложить все вот эти вот ваши заработанные деньги, да, а вдруг мы проиграем, нужно заплатить страховку, чтобы эти несгораемая сумма якобы была. Человек еще откуда-то, чаще всего у человека уже нету денег, он оформляет кредит, просит оформить кредит своих родственников, знакомых, дает ему, он дальше перечисляет эти деньги, а на другой стороне люди сидят и рисуют ему шкалу, сколько он сегодня заработал, а потом уже, когда хочешь вывести деньги свои, с тобой уже никто на связь не выходит. Это вот типичная схема мошенничества. Да, это типичная схема мошенничества в сфере инвестиций. А вот это он галочку видит, да? К примеру. Вот вы заработали. И вот это же все равно на слух как-то действует. О, я заработал. Да. И заработал так легко, да? Да, и ему обещают, мое мнение, лучше не инвестировать, а работать. Да. Кто работает, тот зарабатывает. Да. Легкий заработок, это, по-моему, только
попадешься на Как мошенника. сыр в мышеловке. Да, ну и действительно, если ты... Ну, сейчас мы перейдем на рекламу, и через 4 минуты. Еще раз добрый день, дорогие наши телезрители, радиослушатели. В эфире мы продолжаем передачу «Якутск сегодня». И сегодня мы говорим с оперуполномоченным уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия о самой, пожалуй, наболевшей теме, о биче 21 века, о телефонных мошенниках и кибераферистах. И вот у меня вопрос к вам. Вопрос, который я подготовила. Если человек понял, что стал жертвой мошенников, что нужно делать и куда обращаться? Ну, во-первых, нужно все фиксировать, если быстренько собрать информацию, о которой вы разговаривали со злоумышленником, все переписки, если есть, чеки о переводах. После этого нужно идти в отдел полиции по территории и там писать заявление. Обязательно вот сохранить все вот детализацию. Да, вот именно переписки, если есть там, или чеки какие-то сохранились, если вы пересылали через банкомат на безопасный счет, вот эти чеки должны остаться, чтобы хоть какая-то зацепка была. Потому что чаще всего человеку по телефону диктуют, а человек-то не запоминает, на какой шестизначный номер переводит денежные средства. И еще вот... 16-значный. 16-значный, Да. Хорошо. У меня вопрос, знаете, какой назрел? Когда я вот статистику эту вот готовила к сегодняшней передаче, я очень много раз практически наткнулась на промышленные города. Да. На Нерюнгри. Да, мошенники знают, что в промышленных городах зарплаты высокие, и вот очень много преступлений регистрируется в таких вот промышленных больших городах. Не только в Якутске. В Якутске много, но промышленные районы не отстают. То есть очень много преступлений там тоже регистрируется. Ну, в отличие от Заречья, там, да? Да, там меньше есть, конечно, но вот там прям тоже такая же эпидемия. Мошенники знают, куда звонить. Да, знают, куда звонить. Ну, потому что весь мир знает, что вот ископаемые там вот полезные. Есть в таком, да, полезные ископаемые в таком-то районе, люди едут туда деньги зарабатывать. Средняя заработная плата. Да, там выше, чем в остальных районах. Вот. Также вот мошенники, я как до этого говорил, по времени года сейчас начнутся преступления именно характера Нового года. Там купить елку там, или еще что-нибудь, дешевые там, конфеты, оптом заказывать. Там. Если покупаете, делаете какие-то такие сделки, то у проверенных источников, то есть не нужно по первой ссылке переходить после того, как вы в поисковике набили то, что вот куплю елку и так далее. Не все, что пишется в интернете, это вот является правдой или действительно является продавцом. Зачастую практически тогда, оказывается, там по ту сторону сидят. Да, ну я не говорю, что это все, но проверяйте, там отзывы читайте, да, перепроверить. Если это, допустим, совсем свежий сайт или там страница в приложении каком-нибудь по продаже, то лучше этого не делать. Тем более сейчас куча проверенных платформ, через которые осуществляют покупки люди. Лучше через проверенные источники приобретать. Когда вот именно по этому направлению преступность начала расти? Ну, как? По телефону. С 2000... Ну, в 2018 году она уже прям была, но тогда ущербы были меньше. Не то, что сейчас. Да, но все равно их было много тоже. И вот, да, но тогда не все способы, как сейчас были. Сейчас есть, тогда таких не было. Там более примитивные, но они как... А сейчас практически все свои сценарии эти мошенники-то усовершенствуют. Да, они... И еще полностью обновляются. Да. Получается. Вот у нас еще один телефонный звонок. Слушаем. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день или вечер. Ага. Мы вас слушаем. Очень приятно, интересный разговор. Спасибо. Ну вот у меня такой вопрос. Вот я купила, например,
шпроты, да? Шпроты. Ага. Ну, раньше было очень вкусно это. Шпроты в банках. И вот там фирма какая-то «Стандарт» называется. Шпроты копченые. Открыли банку, еще к тому же вот с каким-то самооткрывающимся крышечкой самооткрывающей. Ага, и это самое. А там оказались маленькие рыбочки. И совсем не шпроты. Да, совсем не шпроты. Вообще непонятно. Кости отдельно, что-то отдельно. И вот я хочу спросить у уважаемого гостя, да? У нас работает Росконтроль, российский контроль. Ну, скорее всего, в таких случаях нужно обращаться в Роскомнадзор, там по защите прав потребителей. Да, по защите прав потребителей обращаться, писать обращение, и сотрудники. А лучше вам пойти с такой неудачной покупкой, с чеком, да, в больницу, прошу прощения, в магазин. Да, в магазин, либо, да, писать обращение в Роскомнадзор, скорее всего, так. Точно не знаю, как в такой ситуации поступать. Ну вот у нас, допустим, почему мы сейчас решили снова поднять эту тему и поговорить, потому что сейчас мы буквально через неделю там, да, уйдем в новогодние каникулы, почти что отпуск, мини-отпуск. Вы будете работать, мы расслабимся. И вот ваши пожелания, что в эти моменты мы никогда, чтобы не теряли наши радиослушатели, телезрители своего Не теряйте бдительность. Лучше устанавливать на телефон приложения, к примеру. Они, не всегда, конечно, но они могут, там, поступил спам-звонок, или, допустим, у оператора сотовой связи подключите антиспам, вот этот, лучше заплатить там маленькую сумму ежемесячно оператору, зато вам надоедать вот эти вот звонки от неизвестных номеров не будут. Мой совет, с неизвестных номеров, тем более не нашего региона, не поднимать трубку телефона. Ну и что, если это действительно какой-то организация реальная звонит, но это же может быть не так. Лучше проигнорировать. Вот эти 903, 909, 906. Да, вот эти вот начала номеров, да. Не с нашего региона. Да, не с нашего региона. Лучше игнорируйте. Если вам прям так интересно, лучше не поднимайте трубку, да, потому что вам они могут позвонить и сказать: ваш счет взломали и так далее. Лучше, да, этого не делайте, потому что вы сохраните свои деньги, и никто никогда не сможет взломать, там, оформить на ваше имя кредит, никакой сотрудник банка этого не может сделать. То есть вот банки никогда вот этого не допустят. Да. Там есть свои службы безопасности, но они никогда вам не позвонят и этого не скажут. Они на опережение сработают, и такого человека на работу не возьмут. А если даже и возьмут, то вы не будете этот кредит выплачивать, потому что если даже и выяснится, что на ваше имя какой-то человек, работник банка, оформил кредит, то с вас этот кредит спишется так как банк, это ошибка банка. Не нужно верить в безопасные счета, их не существует. Там прям вот люди все равно продолжают верить. Или, допустим, сотрудники правоохранительных органов, они никогда вот так не позвонят, не скажут, что нужно так. Все при живой встрече, и по телефону так никто не работает. Еще очень много появилось таких, немного, их немного, но они есть как бы вот на стационарные телефоны звонят, и там, скорее, чаще всего это пожилые люди бывают, что якобы родственник попал в беду, там, в ДТП какой-нибудь, и там совершил там какой-нибудь там наезд. И вот опять же, да, по принципу панической атаки. Да, панической атаки за родственника. Вот он сейчас находится в полиции, там человек, которого он сбил, он сейчас лежит в больнице.
сейчас придет наш сотрудник, нужно передать этому человеку деньги, и там чаще всего это пожилые люди бывают, они все накопления, там то, что под подушкой хранят, они собирают, приходит человек, забирает эти деньги и перечисляет на счета. Куратором получается. Да, получается, есть в интернете прям сообщество, и они там пишут, кто хочет заработать, город Якутск, допустим, или там город Нерюнгри или Мирный. Нужно подойти по такому-то адресу, заберите и перечислите. И вот бабушки, дедушки. Да, бабушки и дедушки. Таких людей мы всегда ловим, и они всегда привлекаются к уголовной ответственности как соучастники вот этого преступления. Еще один телефонный звонок. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Мне недавно поступил такой вот звонок мошеннический. Предлагали... начал говорить, что он следователь какой-то там милиции, на мое имя хочет такой-то человек оформить кредит. Но я сразу поняла, что это мошенники, и прервала разговор. Но после этого на мой телефон очень много, куча СМС пришла, кодов различных. И вот у меня вопрос, есть ли возможность у мошенников видеть экран моего телефона и видеть эти... Я испугалась, сразу телефон выключила, где-то на 1 час примерно. После этого они перестали приходить. Но есть ли возможность у мошенников видеть эти коды, которые приходят на мой телефон? Да, вот у мошенников будет такая возможность, если они с вами уже вступили в разговор, и через приложение не нужно вот никогда под диктовку человека на телефоне устанавливать какие-то приложения. Там, допустим, есть такие приложения, там, да, на дистанционные. Да, дистанционные, то, что они показывают ваш экран телефона. То есть. Но если вот Марина, наша радиослушательница, не нажимала ни на какие там ссылки, она так очень молодец, взяла и телефон на целый час выкинула, ничто, значит, уже за ней не следят, за ней не смотрят. Нет. Оперативно сработала вот эта вот защита, да, у человека и... Во-первых, да, вот нужно сразу прерывать, если прерывать разговор, и правильно, что прервали в плане того, что как следователь может сказать, там, что на вас оформляется кредит. Да, эти смс-ки могут, да, это один из способов, то есть они дублируют ваш экран на свой, но если вы выполните определенные комбинации под их указку, да, они могут, допустим, сказать, да, мы не мошенники, с чего вы взяли, мы же не просим вас называть код из СМС, но тем не менее они до этого под их диктовку вы либо установили, либо по имеющемуся приложению включили им дублирование экрана, и они могут, пришедшие СМС увидеть в окне, которое сверху всплывает, и сами уже получить доступ. Вот, да, действительно, не нужно устанавливать приложение по указке третьих лиц. Тогда и телефон защитится, да, и данные, телефон информация. защитится, и данные, информация, да, никому не попадут. И вот у меня тут опять же, да, есть такая вот интересная статистика. Почему возраст потерпевших в основном от 20 до 40 лет? Ну, это как, во-первых, это как самый платежеспособный возраст населения, да. Самые рабочие. Да, самые рабочие, то есть чаще, что взять с пенсионера, если только не накопленные. А вот на этот возраст до 40 лет, то есть и свои какие-то накопления, есть и кредит только в путь оформляется. В наше время за 5 минут можно через телефон большую сумму получить, не выходя из дома, и также быстро ее перевести кому-нибудь. Якобы на безопасный счет. Якобы на безопасный счет, ага. И вот, как сказал мой собеседник, сотрудники полиции никогда не звонят. Сотрудники банка. Перевести на безопасный счет, сохранить свои деньги, никогда об этом вам не будут говорить, не будут вас беспокоить. Они, если побеспокоят, то они побеспокоят только
Вот мне очень сейчас из-за этих мошенников, жалко рядовых сотрудников банка, которые просто звонят и предлагают, да, там они же у них кросс-продажи, у них там просто предлагают взять кредит. И из-за них сейчас просто вот это вот человек категория не может работать свою работу. Не может работать свою работу. Из-за мошенников. По вашим прогнозам, какая перспектива нас вот ждет? Мое мнение, что нужно Все зависит от человека. Все зависит от грамотность населения. Вот, все, кто, допустим, кто сегодня слушал эфир, смотрел, передайте своим родственникам регулярно. Не пролистывайте в интернете и увидите на телевизоре рекламу, ну не рекламу, а вот материал, который доводится до вас, потому что способы обновляются. Смотрите эту вот профилактический вот этот материал, не нужно его как спам перелистывать, выключать, переключать, доводите до своих родственников. Вот вы знаете, а ваш родственник, близкий не знает. Вот от населения вот постоянно нужно себя обновлять информацией и доводить до своих близких во избежание того, что потери денежных средств, да. И всегда критическое мышление, если вам позвонили, то переварите эту информацию, спросите у кого-нибудь, у человека, который действительно объективно может вам подсказать. Потому что вы будете под впечатлением, а человек со стороны, он будет объективно мыслить. И вот еще раз хотелось бы напомнить, безопасных счетов не существует, и инвестиций через интернет тоже как бы есть, наверное, есть реальные, но с вероятностью, что вы попадетесь на мошенника, она велика. Наверное, даже 90%. Да. Ну, либо в банке делайте вклад. Да, уже напрямую. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли и нам рассказали. И напоследок, чтобы обезопасить счета от действий телефонных мошенников, я хочу вам посоветовать не отвечать на звонки. Как сказал наш собеседник, сохранять спокойствие, не паниковать и не поддаваться на эмоциональное давление мошенников, не совершать никаких действий и банковских операций по инструкции звонящего, не предоставлять персональную информацию, прервать разговор, оповестить своих близких о мошенническом звонке и при возникновении сомнений самостоятельно связаться с банком, сходить, позвонить, пойти самому, не чтобы к вам, а вы пошли, сходили. Все, спасибо большое. С наступающим Новым годом и до новых встреч.